Согласно квоте, утвержденной Минкультуры России, компенсационную выплату 1 миллион рублей в республике в этом году получат два работника культуры. По информации Министерства культуры региона, в настоящее время, учитывая тот факт, что данная субсидия предоставляется республике впервые, министерством ведется работа по разработке необходимых правил предоставления и распределения субсидий на региональном уровне, отметил глава Ингушетии. Цитата. В декабре прошлого года ведомство заключило соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидий в размере 1 900 000 рублей из федерального бюджета на поддержку работников отрасли культуры, прибывших и переехавших в населенные пункты регионов России с числом жителей до 50 тысяч человек по программе «Земский работник культуры». Всего с учетом регионального софинансирования сумма соглашения составляет 2 миллиона рублей. Согласно квоте, выплату 1 миллион рублей в республике получат два работника культуры. Новая программа «Земский работник культуры» была анонсирована президентом России в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Работа по ней уже начата, должен пройти конкурс, по итогам которого будут отобраны два человека, которых направят на работу в сельскую местность. У нас почти в каждом населенном пункте есть учреждение культуры. Благодаря реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Ингушетии с 2019 года построено 11 современных домов культуры в сельских поселениях Плиева, Чемульга, Бердюрт, Джейрах, Веджери-Юрт, Южная, Средняя Ачелуки, Нестеровская, Экажево, Датых и Гайрбек-Юрт. В прошлом году капитально отремонтированы учреждения культуры в городе Магаз и сельских поселениях Верхние Ачелуки, Али-Юрт. В них созданы условия для плодотворной деятельности. Надо работать и вовлекать сельское население в процессы развития культуры в республике. Считаю, что инициатива главы государства станет хорошим стимулом для наших работников культуры для переезда в село, считает глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов.